Саха ычатын производствоға 19 экспедиция түміктіметінен ететік істеңнек ағардалибет. Bir neделе оғылырға олыс тәтімнәқтік түргенник тахарлақты каста, әлбәқ абияғы көрділер ихеттілер, бір тұтым үрдәтілер. Білгін ол тұғынан сихили кәпсияға экспедиция салаячыта, 2011 сылағы сып кыттылаға Аркадий Эдуардович Турантаев. Өте күннен понедельниктен ағаламыт экспедиция бүт бір неделе ұстата бүтті. Түміктір пресс-конференция будет галанна. Добрый день, дорогие ребята, гости. Ну, наш проект с 2009 года, уже 11-й год, набирает вот ежегодно 20 детей и показываем промышленные производственные предприятия республики. При поддержке Министерства молодежи, промышленных компаний, таких как Саха Транснефтегаз, ЕТЭК, Северо-Восточного федерального университета, кадетской школы-интернат, ЯПАК и вожатых Саха, в 2019 году проект состоялся. Первый день ребята посетили такие новые производственные предприятия республики. Первым объектом для посещения стала Якутская ГРЭС-2, и даже как вот во время экспедиции работники энергетики сказали, ребятам выпал такой шанс посетить вот такое крупное предприятие, да, ПАО «Якутскэнерго». Так, дальше ребята, вот увидев после того, как добывается электричество, ну как уже Павел Валерьевич вам сказал, посредством газа, мы посетили объект линейно-производственного управления магистральных газопроводов Саха Транснефтегаз, ГРЭС-2 города Якутска. И там молодые специалисты предприятия показали и рассказали, как вот транспортируется газ с месторождения и дальше распределяется по газовым сетям. Далее один из организаторов, основателей проекта «Молодежь Якутии промышленное производство» Аян Николаевич Уваров лично встретил и показал объекты водозабора АО «Водоканал». И ребятам, наверное, тоже было интересно, как посетили СБОС. И посещение данного объекта в прямом и переносном смысле тоже останется в памяти ребят еще надолго. И вот, подытоживая первый день, мы посетили предприятие энергосберегающей технологии. Ну, ребята увидели, как добывается электричество, как приходит газ и как вода вот забирается с реки и проходит чистку, да? А данное предприятие занимается именно вот в нашей жизнедеятельности, можем сталкиваться в будущем. Ну, на примере моей квартиры вот данная компания сделала там, внедрила счетчики электрические и показали вот работу предприятия. И во второй день мы с утра посетили компанию ЕТЭК, моторное топливо. И далее день был, ну вот, провели именно в поселке Кангаласы. Там мы видели разрез кангаласский, Якутуголь, компании Мечел. Ну, специалисты тоже очень подробно все рассказали. Далее Тор Кангаласы, теплицы Саюри посмотрели, где котлы делают, липснели, и трубы для той же газовой отрасли из пластика. В тот же день ребята побывали в инженерном факультете Якутской сельскохозяйственной академии. Ну, ребятам там тоже понравилось. В третий день проекта посетили с утра технопарк Якутия. Ну, пообщались с резидентами, познакомились с деятельностью компании и задавали очень много интересных вопросов.
Далее, ну как экскурсии, IT-парк посмотрели. Но наша экспедиция в этом году сменила вот название именно с промышленности на производство. И вот разработка игр, разработка приложений тоже является одним из видов производства. Того, что производят именно на территории республики. Да? Газоперерабатывающий завод АО «Сахатранснефтегаз» для ребят тоже очень интересно было. Лично директор предприятия провел экскурсию, презентацию, рассказал о дальнейших планах компании, об истории. На следующий день, ну вчера, предпоследний день экспедиции, мы выехали в Нижний Бестях, посетили с утра транспортный техникум, ознакомились, на кого обучают детей в данном техникуме, да? Увидели, ну там же покушали, чем питаются ребята, там посмотрели, как живут, в каких условиях. Некоторые даже вот на практике смогли сварить что-то, да? Ну вот Максим, например. Далее мы посетили железнодорожную станцию Нижнего Бестяха, где вот именно планируется пассажиропоток с этой осени. И в будущем думаем, что будущие участники проекта поедут именно с данной станции в путь. Так, и посмотрели нефтебазу Саханефтегазбыта, тоже вот с разводкой прямо с железнодорожной станции. Так, и последним объектом нашего посещения стала ФСК ЕС, подстанция МАЯ. Но это федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система». Тоже недавно введенный объект. Получается, объединила два энергетических района с Самурской области, то, что приходит, и вот с Якутска, с Якутской ГРЭС-1, ГРЭС-2. И вот с утра мы в стенах Северо-Восточного федерального университета встречались с участниками прошлых лет, с участниками СыП-16, СыП-18 и СыП-7. Тоже один участник, вот, уже работающий в ЕГРЭС-1, пришел и рассказал про то, как их экспедиция проходила и как вот жизненный путь прошел после СыП. Ну, хотелось бы еще раз поблагодарить Северо-Восточный федеральный университет. В течение недели ребята смогли пожить жизнью студентов. Заселились мы в общежитие номер 66, где нас очень хорошо приняли. И дальше слово. Вот так вот. С самого основания проекта нас поддерживает Министерство молодежи. Слово предоставляется заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Любовь Николаевне Клюкиной. Добрый день, друзья! Несколько лет подряд я встречала экспедицию «Молодежь Якутии в промышленность», тогда она так называлась, в Ленском районе. Да, ко мне приезжала и Надежда, и Аркадий, привозили ребят, и ребята имели возможность посмотреть те объекты, которые находятся на территории Ленского района. В этом году было принято решение о том, что экспедиция пройдет здесь, на территории города, и очень получилась насыщенная программа. Правда ведь? Да? Да. Друзья, как вы вообще оцениваете в целом ваше участие в экспедиции? Понравилось, не понравилось? Было ли вам интересно и по-настоящему ли было полезно? Было полезно. А есть кто-то сегодня в зале из участников, кому, ну вот как-то скучно было? Есть такие? Нет? То есть всем было реально интересно. Почему вообще проводится и для чего для вас организуются такого рода мероприятия? Это, безусловно, важно для того, чтобы посмотреть вообще, как развивается промышленность производства, чтобы вы посмотрели своими глазами, чтобы потом приехали, рассказали своим сверстникам, одноклассникам, что увидели, где вы были. Это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, для того, чтобы определить, по сути, ваш будущий жизненный путь. Если вам интересно, да, что
что-то самим добывать, что-то самим производить, и теперь вы знаете, что это можно делать здесь, на территории нашей любимой республики, то вы, в принципе, можете в будущем поступать на такие технологические профессии. А кто хочет поступить в будущем, планирует уже, готовится сейчас на поступление вот на технические профессии? Поднимите руку, пожалуйста. Вот прям осознанный выбор есть, да? А есть те, кто после экспедиции подумали: нет, это не мое. Есть кто-то? Нет? А другие, те, кто руки не подняли, вы еще в сомнениях, да, немного, куда поступать, еще пока в поиске. Друзья, на самом деле у нас республика сейчас развивается невероятными темпами. На территории работает очень много больших корпораций. Есть у нас предприятия, имеющие большую историю, да, жизненную такую, которые созданы на территории республики нашими с вами, как сказать-то верно, ну, якутянами, да, поэтому, конечно, стоит ориентироваться на то, что нужно поступать и вообще думать, где вы дальше будете работать, и исходя из того, что сейчас работает, развивается в Якутии. Не нужно думать о том, что вы куда-то поступите, там где-то поучитесь, а потом, может быть, я куда-нибудь приду. То есть, когда вы будете вместе с родителями принимать решение о поступлении в технический вуз, то вы должны уже сразу понимать, куда вы могли бы прийти дальше на работу. Хорошо? Это очень важно. Друзья, действительно, Министерство по делам молодежи все эти уже 11 лет поддерживает экспедицию. И, в принципе, это не зря, потому что на самом деле экспедиция — это хороший инструмент профориентации. Я хочу сказать большое спасибо бессменным организаторам экспедиции за то, что вы практически круглосуточно ее готовите, потом с ребятами переживаете все моменты каждый год снова и снова, но каждый раз, конечно, по-разному. Вот. И хочу сказать спасибо вам, ребята, за вашу активность, за то, что вы постарались себя максимально проявить в рамках этой экспедиции. Внимательно смотрела за сторис, за историями о ваших передвижениях, поэтому знаю, что вы там были довольно-таки активны. Спасибо. Хорошо, да, и у меня сегодня почетная миссия вручить сертификаты. Настоящий сертификат удостоверяет, что Кузьмин Владимир Владимирович принял участие в преферентационной экспедиции Саха-Очатын производства ОНТОГУС и прошел преферентационную беседу в Министерстве образования Республики Саха-Якутия. Такой же сертификат вручается Никифорову Кириллу Семеновичу. Сертификат вручается Черепанову Роману Ивановичу. Сертификат вручается Охлопковой Аюне Львовне. Сертификат вручается Терешкину Константину Тарасевичу. Билген тылы беребит Сахасирин инновацияға цифровой сайдыга онна инфокоммуникационной технология министрин солбуячы Чакур Николаевич Гаврилевка. Үтө күннен оғылар, мен олыстен үйеребін бұл проектқа қағысты төгілін күттағылдар бұттан Сақайра қағыт главный редактор болырым, мұн еме қастадағаны бұл әйі күрдігі қолыру қағысты экспедицияны атар бұппыт, автобустарын тақсаммыт, чөйдік айына ғыджан келінден алға бұппыт. Оны ти проект бұт бұл қағысты төгілін ұтыллара бейгене сәргәқсетер, оны үйердер. Ну, я повторюсь, что действительно я рад, что являюсь участником, приверженцем вот такого движения.
потому что ребята, молодые люди из школьной скамьи узнают новое о наших предприятиях. Очень хорошо, что здесь у нас в городе представлены большие предприятия, в которых побывали. Профориентационная работа, она очень важна, именно чтобы определить ваши будущие профессии. У вас глаза открылись, я даже сам тоже иногда принимаю участие в экспедициях, например, школы, где учатся мои дети. В частности, например, съездили в Алданский район. У меня, например, глаза загорелись. Я не знал, как добывают, например, золото. Да? Очень завидую вам белой завистью, потому что я еще не побывал в этой электростанции, которая стоит новая. Да? Еще не был в водоканале. Я не знаю, как. Вот то, что вы сейчас занимаетесь самообразованием, это очень хорошо. И, наверное, я хотел бы посоветовать вам всегда самообразовываться. Да? Вы живете в век очень высоких технологий, очень большой конкуренции, и вы будете конкурировать со своими ровесниками всегда. Поэтому даже обучаясь, даже работая, вы должны всегда самообразовываться, читать какую-то литературу, быть впереди, быть активным, участвовать в каких-то профсоюзных мероприятиях. Вы должны быть, скажем, конкурентоспособным. Да? А то, что вы сегодня получите сертификаты, то, что вы своими глазами посмотрели, как работает наше предприятие, это дает вам тоже конкурентные преимущества. Желаю вам дальнейших успехов, желаю вам дальнейшего процветания. И очень хорошо, что в этом году вот, у нас как раз называется производство. Вы знаете, что президентом, главой республики поставлена задача создать 10 тысяч рабочих мест в IT-индустрии, поэтому у нас создан вот этот IT-парк, да? Около 43 резидентов уже работают. Новые технологии нам позволяют делать какой-то программный продукт, и который можно будет продавать за пределами уже нашей республики. У нас есть вот InDriver, Майтона. Они уже набирают молодых детей, и заработная плата, кстати, в Майтона, она выше, чем, например, в Алроса, средняя заработная плата. Поэтому Министерство инноваций делает все необходимое, создает определенные институты, вливает в какие-то проекты, чтобы, возможно, в перспективе у нас выросли такие же мощные компании, как вот Майтона или InDriver. Поэтому я прошу тоже обратить внимание при поиске своей работы или поступлении в вузы или СУЗы, вот инновационные технологии. И, кстати, призываю вас тоже, когда вернетесь в свои районы, улусы, да, посмотреть, как у вас будут развиваться IT-центры. 17 IT-центров у нас должны быть открыты в улусах и районах. У нас сейчас 3 IT-центра открыто в Нижнем Бестяхе, в Намском улусе и в Сунтарах. Предполагается открытие таких же IT-центров в Нюрбинском улусе и в Хангаласском улусе. Держите руку на пульсе, самообразовывайтесь, всегда будьте начеку и впереди. Сертификат участника вручается Кондаковой Нарияне Григорьевне. Сертификат вручается Монастыреву Филиппу Филипповичу. Сертификат вручается Кондакову Михаилу Юрьевичу. Сертификат вручается Птицыной Евдокии Федоровне. Сертификат вручается Макаровой Надежде Семеновне. Билген тылы беребит быйыл бігіні өйәбіт бәйтін объекттарын көрдірбіт тәрілті Тор Кангаласы директоры Дмитрий Васильевич Борисовка. Спасибо за слово. На самом деле было приятно видеть, как наша молодежь интересуется промышленными действительно предприятиями. И так скажем, что самому было приятно даже за себя, потому что в своем возрасте у нас при нашем
своей профориентационной работе, ну, когда в будущем решал, куда пойти работать, куда пойти учиться, чтобы потом дальше работать. Да, у нас, вот, в принципе, таких больших возможностей выбора не было, поэтому все шли в юристы и экономисты, в первую очередь. Да, и инженерная специальность не очень сильно пользовалась популярностью. Но сейчас вы посмотрели большие объекты промышленные, это ну, энергетика, да, то, что газопереработка, прочее, это все хорошо, но также вы теперь знаете, что у нас есть и инфраструктура поддержки перерабатывающей промышленности. Вы увидели о том, что можно открыть собственное производство и делать продукцию, которая востребована. И это действительно реальность, это сегодняшняя реальность, и сейчас это уже не является такой особой фантастикой, как это было буквально там, несколько лет назад. И сейчас вы, когда будете выбирать свою дальнейшую профессию, смотрите, что не только быть очень грамотным специалистом, это очень важно, быть востребованным специалистом, но в дальнейшем можно еще и открыть свое дело, именно не просто в торговле или где-то лавку открыть, но можно и производство реальное свое открывать. Так что я пожелаю вам сделать правильный выбор в своей жизни. Сейчас у вас это самое-самое главное. Вот сейчас у вас год-два для того, чтобы вы должны были определиться, то, над чем будете работать в своей жизни. Спасибо. Сертификат участника вручается Егорову Эркину Артемовичу. Сертификат вручается Амосову Аяну Александровичу. Сертификат вручается Сторожеву Максиму Андреевичу. Сертификат участника вручается Афанасьеву Василию Васильевичу. Сертификат вручается Дьяконову Бориславу Александровичу. Билигин тылы беребит эме проект түрттәчләрдән бирдестеригәр Саха Транснефтегаз сүрүн инженера Саха Республикатын бар жонун жокутата Павел Валерьевич Ксенофонтовка. Ага, мақтал. Ну, хочу сказать следующее, да. Михаил Ефимович Николаев, первый президент республики, поставил задачу всем получить образование, которое способствует развитию нашего народного хозяйства. И тысячи ребят поступили в разные вузы, включая там Губкинский, Бауманский университет там, и так далее, и так далее, и так далее, в том числе и я. Второй президент, Вячеслав Анатольевич Штуров, поставил задачу популяризировать промышленные профессии, инженерные профессии. Так зародилось движение «Я инженер», и мы уже создали, ну, организовали несколько съездов инженеров там, и так далее, и так далее, и так далее. Третий президент, Егор Александрович Борисов, поставил задачу трудоустраивать больше местных кадров промышленности. Мы над этим тоже очень плотно работали, и в итоге наш проект стал государственным. И сейчас в республике действует государственная программа «Местные кадры в промышленности». Наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев, как вот сейчас только сказал Чакур Николаевич, поставил задачу развивать местное производство. Поэтому наш проект на этот год называется «Молодежь Якутии в производство». То есть мы должны больше производить у себя на территории, больше производств для того, чтобы трудоустраивать наши кадры, это раз. Во-вторых, обеспечивать самих себя, это два. Ну и в-третьих, это обязательно сохранение нашей республики в таком виде, какой она есть, чтобы она дальше и в 21 веке
имела свой статус, свой суверенитет, свою экономику. И все народы, которые живут в нашей республике, были уверены в динамичном развитии нашего региона. Вот такая задача. Я хочу поблагодарить наших постоянных партнеров. Это Сахамедиа, это наше Министерство молодежи, это связи. Здесь нету Министерства промышленности, но он тоже рядом с нами постоянно поддерживает. Вот, у нас есть постоянные партнеры нашей компании. Это Сахатранснефтегаз, это ЕТЭК, это Водоканал, ну и другие. Ну, Технопарк сейчас в этом году у нас Торхан Галасов подключился. Я считаю, что побольше таких проектов, и наша молодежь лучше будет ориентироваться в выборе своей профессии. Ваша задача какая после этого мероприятия? Вы сейчас все поедете по своим наследам, увидите своих одноклассников, максимально расскажите, что увидели. Должны выйти, попросите даже классного руководителя, чтобы он вам выделил буквально там 20-30 минут, чтобы вы фото и видеоматериалами рассказали, что вы увидели. А лучше всего, если вы сделаете реферат со всеми наглядными этими пособиями там, и так далее. Это первое. Вторая ваша задача – это больше общаться между собой. Обменяйтесь телефонами. У нас соцсети очень сильно развиты. Держитесь друг за друга, советуйтесь друг с другом. Чем больше будет коммуникация, тем лучше будет для вас. Третья ваша задача, конечно же, хотелось бы, чтобы вы выбрали ту профессию, которая вам по душе. Я не говорю, чтобы вы обязательно стали инженерами или там, технические профессии выбрали. Да? Я хочу, чтобы вы выбрали ту профессию, которая вам по душе, и та профессия, которая, на ваш взгляд, вам подходит. Вам только, не родителям, не мне, не брату, не сестре, не другу, а именно вам, короче. Потому что ваша судьба в ваших руках. Вы создаете будущее, будущее за вами. И если вы правильно выберете профессию, тот временный отрезок, который вам выдан для этого, для того, чтобы вы стали профессионалами, а вам для этого буквально уготовано 10 лет. 10 лет вам уготовано, чтобы вы стали профессионалом в каком-то направлении. Не теряйте это время. Если вы неправильно выберете профессию, вам надо будет как-то вот наверстать это дело, а в это время ваш сверстник уже станет профессионалом. Поэтому вот 10 лет, которые вас ждет, это выбор профессии, это университет, там техникум, училище, а потом уже первые шаги в трудовой деятельности. Это очень важный момент. Не упускайте этот момент. И этот проект необходим для того, чтобы вам помочь в этом выборе. Мы хотим, чтобы вы стали эффективнее. Нас всего в республике проживает 946 тысяч человек. Нас реально очень мало. И если вы неправильно выберете профессию, то эффективность нашего общества будет с каждым разом уменьшаться. Тогда мы не сможем развивать нашу экономику, наше народное хозяйство. Мы не сможем обеспечить тот уровень жизни, который мы достигли даже вот сейчас. Поэтому вот 3 задачи, которые я вам сказал, пожалуйста, выполните их. Спасибо. Билген харда тылы этехтере сып 19 экспедиция кытылахтара. Макарова Надежда, Онна Егоров Эркин. Всем добрый день. Меня зовут Егор Африкин. Я участник СЫП. Вы, наверное, уже это знаете. Так, я хочу рассказать вам свои впечатления об этой программе, республиканской программе. Ну, впечатления такие очень хорошие, потому что мы посетили такие места, такие объекты, которые никто, точнее, посторонние лица не могут туда зайти. Мы очень горды тем, что мы туда смогли, конечно же, поучаствовать в этом СЫПе. СЫП, ну, Саха-Читин производства. Мы рады, что
побывали в разных объектах производственных, например, нефтегаз, ГРЭС-2, ГРЭС. Также были в Кангласах, посмотрели угольный разрез, где там добывают уголь. А также мы были в этом водоканале. Там довольно интересно. Там бывает для нас воду, для всей Якутии, ну, для города Якутска. А также мы посмотрели канализационная переработка воды. Там тоже довольно интересно. Это довольно очень полезно. Это как бы промышленное, ну, производственное место. А также мы еще посетили IT-парк и технопарк. Мне, собственно, понравилось IT-парк и технопарк, так как там есть как бы моя сфера. Это биоинженерия или биотехнология. Там довольно очень интересно. А также там есть необходимые оборудование для развития проектов. Ну, собственно, все. Итегенен мен атым Макарова Надя, Амалахуттан Саджаван. Бұл биһиги 5 күннәк экспедиция уже түмүктенер. Бұл 5 күн егер биһиги олус албагы биллибет, көрдөбөт, саңаны биллибет. Холобура бұл биһиги тыйыз условиялах саха сербитигер кыһыннары огоро та үйнәйләр үйнә туралларын көрөмөн олус сөктүм. Холобура биһиги сайыннары үйнәре битти, ол биһиги саха бисиригер кыһыннары үйнәриттен. Онна ити ягысхага сылжыппыт эме олус үчүгэй диханатым онтан сөбүләйтим бэйэм. Антон биһи бары ты олохтоохтора болан ты хайыстот нинкытта сибэстэх боломук боло. Онна антон бу биһигини талан бу сахачтын промышленный производствога деңе аңырбыкытыгар мактал. Бу онна өссө даганы инникитин сайда он өлели турарыгар багарабын. Сәт мақтал. Білген Павел Валерьевича кытачыларга сертификат туттарылыргар ыңырабыт. Сертификаты бәрелілер Готовцев Арчин Ивановичка. Сертификаты бәрелілер Гаврилев Эрсан Джулустановичка. Сертификат туттарылар Платонова Эмилия Николаевнага. Сертификат туттарылар Кобяков Кирилл Васильевичка. Заключительное слово предоставляется руководителю экспедиции Турантаеву Аркадию Эдуардовичу. Ну, как участник сам проекта СЫП 2011 года и как руководитель 2 экспедиций и замруководителя 1 экспедиции, хочу сказать, ну, то, что я сам заметил, да, что с каждым годом ну и организация самого мероприятия растет, и список тех, кто нас поддерживает, растет, и сами дети, которые участвуют вот в нашем проекте, с каждым годом становятся более активными, развитыми, ну, более коммуникабельными, задают больше вопросов, интересуются всем. И то, что еще заметил, это когда вот руководители предприятий сами встречают детей и рассказывают. И для них это очень большой плюс. Если конкретно вот специалист в какой-то области встречает и рассказывает, он же не может ответить на другие вопросы. А вот сам руководитель, он уже на все вопросы готов встречать. И вот очень отрадно было то, что и в торг Кангаласа тоже нас встретил сам руководитель и сам все показал. Вот. И еще раз давайте, ребята, поблагодарим организаторов и самих себя. Спасибо.
Благодарственное письмо следующего содержания вручается Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Любовь Николаевна. Благодарственное письмо вручается Министерству по инновациям, цифровому развитию и инфокоммуникационным технологиям Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается директору Торкангалас Дмитрию Васильевичу Борисову. Благодарственное письмо вручается основателю проекта, главному инженеру Сахатранснефтегаз, депутату Илтумен Павлу Валерьевичу Ксенофонтову. Благодарственное письмо вручается нашей вожатой Сабрине Сергеевне. Благодарственное письмо вручается нашему второму вожатому Джоустану Старостину. На этом экспедиция СЫП завершается. Всех благодарим и приглашаем на общее фотографирование на фоне экрана. Thank you.